и домовые каналы. Специализированные организации, соответственно, обязаны обеспечить техобслуживание ВДГ и ВКГО, а также заключить с газораспределительной организацией договор на аварийно-диспетчерское обслуживание. У нас статусом специализированной организации может обладать только та организация, которая имеет договорные отношения с газораспределительной организацией на аварийно-диспетчерское обслуживание. В свою очередь, потребители, непосредственные пользователи газового оборудования, обязаны заключить со спецорганизацией договор на техобслуживание ВКГО и своевременно диагностировать свое газовое оборудование или заменять его. То есть, по сути, мы видим солидарную ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования в многоквартирном доме. От заключения договора на техобслуживание газового оборудования, обеспечения доступа к нему и до выполнения работ по обслуживанию и диагностированию оборудования. В начале года в целях профилактики правонарушений в связи с участившимися взрывами бытового газа в многоквартирных домах жилищной инспекции в отношении всех управляющих организаций и ТСЖ были направлены предостережения о недопустимости нарушения правил пользования газом и пожарной безопасности. Основные требования – это безопасная эксплуатация газового оборудования. И уже 16 января 2019 года в адрес органов Госжилнадзора вынесено поручение правительства Российской Федерации о проведении проверок безопасности использования и содержания внутридомового газового оборудования, домовых и вентиляционных каналов. В Удмуртской республике жилищными инспекторами проводятся проверки в отношении многоквартирных домов с газом во всех муниципальных образованиях. По результатам надзорных мероприятий в отношении 5381 многоквартирного дома в республике выявлено нарушений в 108 многоквартирных домах. Из них по фактам незаключения договоров на техобслуживание ВДГО в 48 многоквартирных домах, по фактам непроведения диагностики ВДГО в 60 многоквартирных домах. Управляющим организациями ТСЖ выдано 108 предписаний об устранении выявленных нарушений. И по всем в отношении, здесь идет информация по всем муниципальным образованиям, по всем нарушениям в отношении ответственных лиц оформляются материалы проверок в настоящее время, по результатам рассмотрения которых будут возбуждены административные дела. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Уже сейчас нами рассмотрено 10 административных дел по фактам неисправности вентканалов и дымоходов и нарушения периодичности их обслуживания. Также в отношении специализированной организации, которая является «Газпром» газораспределение ЖЭС, за нарушение сроков техобслуживания ВДГО возбуждено 2 административных дела. Одно дело рассмотрено, назначено наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей. Второе дело находится на рассмотрении. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Вопросы есть, коллеги? Спасибо. Присаживайтесь. Ярослав Владимирович подготовится сейчас. У меня кто у нас сегодня от Завьяловского района? Да. Вы в курсе в деревне Русский Вожой, что с мусором происходит? С мусором. У вас, ну вы же в том числе по этому вопросу, правильно? У меня уже 3-ю неделю приходят одни и те же картинки. Значит, я могу, если увидите, вот так. 3-ю неделю. Я уже устал поручения давать. Слушайте, ну вы с рекоператором разберитесь. И контейнеры стоят, и это я не могу понять, что это такое. Ничего, что, ну... Я понял, что вы не готовы комментировать, но вы это самое вводите, допустим, в группу МО Ягульская. Это же на вашей территории. Ну, они там уже переписка сотни людей, а вы не в курсе. А глава муниципального района, муниципального образования не докладывает вам? Ярослав Владимирович, нет, Дмитрий Николаевич здесь, Сурнин где? Выясните с регоператором и с исполняющим обязанности главы, что там происходит. 3-ю неделю одни и те же картинки приходят. Присаживайтесь. Давайте дальше. В ходе реализации в Удмуртской республике программ по ремонту и строительству автомобильных дорог в 2019 году представитель правительства Семенов Ярослав Владимирович.
Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию доклад о мероприятиях и целях в рамках проектов и программ дорожного сезона 2019. Финансирование мероприятий также видите на слайде. Общая сумма 1,7 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы 964 миллиона федеральные средства, остальные 740 это бюджет Удмуртской республики. Александр Владимирович, на сегодняшний момент мы полностью находимся в графике. В настоящий момент исполнены все контрольные точки, соглашение с Росавтодором, доведение лимитов республиканскому Миндортрансу, региональному и муниципальным заказчикам. Напомню, в этом году в проекте участвует 6 муниципальных образований: Ижевск, Сарапул, Воткинск, Камбарка, Можга и Завьяловский район. Торги по всем объектам состоялись, общая сумма экономии составила 1,4 миллиона рублей, будет направлена на устройство искусственных неровностей на 8 очагах концентрации ДТП. Сетевыми организациями в преддверии сезона работа проведена, планы дорожных работ согласованы с планами ремонта коммуникаций. В общей сложности, как вы видите на слайде, будет отремонтировано 134 километра верхнего покрытия дорог. Отмечу, что 92 километра из них это дороги регионального значения и 42 километра местные дороги. В Ижевске в этом году будут отремонтированы 27 объектов протяженностью 24,9 километра. Прочие мероприятия по безопасности дорожного движения также видите на слайде. Одна из главных задач этого года – качество дорожных работ. Ни один подрядчик или субподрядчик, независимо от формы собственности, не сможет иметь возможность дать некачественные работы, а заказчик, независимо республиканский и муниципальный, соответственно, эти работы принять. Но самая главная задача, которая ставится перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства, таким образом организовать работу, чтобы не просто зафиксировать негативный результат при приемке работ, но предотвратить нарушение технологий в процессе выполнения этих работ. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень контрольных мероприятий, мы сформировали для всех участников единый порядок документооборота и порядок взаимодействия. И в первую очередь были разработаны схемы контроля качества по каждому объекту. С учетом того, что к проекту присоединились новые муниципальные образования, мы провели учебные занятия по порядку документооборота с каждым из них. И такие занятия будут проходить в течение всего апреля с разным составом участников в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Те учебные занятия, которые будут посвящены приемке работы и выдаче предписаний, будут проходить с участием наших общественных организаций. 22 апреля руководители дорожных предприятий будут публично защищать свои графики производства работ, что позволит качественно подготовить этот документ. Потому что, напомню, государственные контракты предусматривают штрафы не только за срыв всего проекта, но и за выход из графика хотя бы на один день. Когда они будут представлять? 22 апреля. Это неделю. Публично будет? Публично, с присутствием СМИ, с представителями... Тогда у меня просьба, Ярослав Владимирович, да. Подробно, совместно с общественными организациями нашими, значит, дайте оценку качества работ, которые были проведены в 2018, 2017, 2016, ну то есть те дороги, которые находятся по закону на гарантии. Потому что у нас, и давайте об этом тоже обязательно включать в доклады и открыто говорить, у нас некоторые участки дорог, которые были в плане отремонтированы 2018 года, сейчас мы будем переделывать, правильно? Угу. Если я не ошибаюсь, 10 лет октября, да, в Ижевске, да, участок Якшурбоди Красногорская, надо уточнить, вот 22 числа, чтобы у нас, значит, мы там ничего не прятали и не скрывали. Если некачественно, то, соответственно, кто, какие у нас санкции к этому предприятию и что мы будем делать. Чтобы все понимали, и каждый гражданин, значит, знал, что открытая информация ему значит, доложит, что с дорогой, которая в 2018 году отремонтирована. Потому что у нас такой работы не проводится, хотя есть информация на сайте. На каком сайте? Города или Минтранса? Города и Миндортранса. И города и Миндортранса. Но пока человек зайдет на сайт, вот поэтому и бытует мнение, что дорогу там отремонтировали, а снег сошел и асфальт смыло. Поэтому вот эту надо очень четко проводить информационную работу и докладывать. 2018 года дороги, значит, все в нормативном состоянии, повреждений нет, подрядчик, значит, не исполняет
исправлять там такие ошибки мы не переделаем. Или наоборот, как повторюсь, с 10 октября. 22 апреля включите обязательно это в повестку встречи с журналистами. Если подготовим. Наконец, 26 апреля состоится осмотр асфальтобетонных заводов и дорожной техники для того, чтобы оценить физическую готовность подрядчиков к сезону. Следующее важное направление дорожной деятельности – реализация федеральной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В рамках этой программы в этом году запланирована реконструкция 11 дорог сельским населенным пунктам, общая протяженность 71 километр. Финансирование также видите на слайде, 1 миллиард 13 миллионов рублей, из которых 665,9 федеральный, 347,5 региональный бюджет. Все необходимые соглашения с Федерацией подписаны в срок, лимиты бюджетных ассигнований до регионального муниципального заказчика доведены, торги по каждому объекту состоялись. Напомню, 9 из запланированных 11 объектов являются дорогами регионального значения, 2 оставшихся муниципальные. Заказчиками по ним выступают Кесский и Можгинский районы. Для этой программы также составлены схемы контроля качества по объектам как со стороны заказчика, так и со стороны подрядных организаций и строительного контроля. Готовятся приказы по ответственным лицам, схема организации движений на объектах, журналы производства работ и лабораторного контроля. У всех подрядчиков затребованы сертификаты на материалы, рецепты на используемые смеси, графики поставки материалов, а также документы, подтверждающие компетентность их лабораторий. Для участников этой программы также будут проведены обучающие мероприятия по широкому перечню вопросов, от установки камер на асфальтоукладчиков до учебного процентования. Дата начала работ на всех объектах является 1 мая. Следующая программа – опорный план дорожной деятельности. Программа реализуется без средств федерального бюджета. В рамках программы выполняются мероприятия по восстановлению проезда на автомобильных дорог, по которым был затруднен проезд осенний и весенний периоды. В 2019 году в рамках реализации плана будут отремонтированы 23 объекта или 122 километра. Из них 4 участка протяженностью 27 километров выполнят с применением технологии стабилизации грунта. Еще на 32 объектах будут проведены мероприятия по восстановлению проезда за счет госконтрактов на содержание. Финансирование программы составит 712 миллионов рублей. Эти средства пойдут на восстановление ремонта объектов. Восстановление проезда, то, что находится в правой графе, 61,5 миллионов рублей. Дополнительных средств не требует, поскольку будет осуществляться в рамках государственных контрактов на содержание. Торги по объектам прошли. Общая экономия по результатам составила почти 2 миллиона рублей. Будет перенаправлена в Укравтодору, казенному учреждению республики, на частичное закрытие потребностей по уплате налогов в части дорог. Со 2 апреля подрядными организациями начались производственные совещания. Подрядчики предоставляют документы, аналогичные тем, о которых я говорил, применительно к сельхоздорогам. Дата выхода на объекты 10 мая. Наконец, финальное мероприятие. Внепроектное. Речь идет о реконструкции 4 участков автомобильных дорог регионального значения. Это Воткинск-Черная, Ижевская станция Постол, Сарапул-Воткинск на участке Перевозная Ольхова и Орловские границы области. Орловские границы Кировской области. Общая протяженность этих объектов существенная, составляет 34,7 километров, поэтому работы будем проводить поэтапно в течение нескольких лет. В этом году работа будет осуществлена на 14,4 километров. Финансирование этих работ также осуществляется целиком из республиканского бюджета, составляет, как указано на слайде, 474 миллиона рублей. Процедура закупки запущена. До 17 апреля пройдет подача заявок. Сам конкурс состоится 20 апреля. Таким образом, ориентировочная дата заключения контракта и выхода на площадку подрядчиков 31 мая. Таким образом, Александр Владимирович, дорожная отрасль республики готова к реализации озвученных проектов, находится на постоянном контроле. Доклад окончил, готов ответить на вопросы. Спасибо. Да, дорога до Кировской области мы по-прежнему ожидаем доп. Финансирования со стороны Федерации. Ярослав Ильич, я ставил задачу, если мы не получим дополнительное финансирование, предложить варианты по изысканию средств для того, чтобы закончить эту дорогу. И мы ее вместе проедем, потому что мне пишут, что уже то, что позапрошлом году начали ремонтировать, начинает разваливаться. То мы, если в следующем году закончим, будет потребность начинать по новой ремонт всей дороги. Я еще раз обращаю внимание на контроль за, собственно, вот этими гарантийными обязательствами. Причем мне
абсолютно категорически не устраивает, как вот в прошлом году мне говорили, да ничего, в следующем году выйдем, там, значит, подправим. Гарантийный срок не для того, чтобы уже в следующем году, весной там, или летом подрядчик выходил на участок дороги. Качество нужно повышать работу. Помимо этого, отдельно, опять же, 22-го, внимание уделите вот не про 60, списку 62 дорог, прям их надо назвать, какое количество людей там проживает, и главное, чтобы тоже довели до людей на сходах. Это первое. И второе, я вот почитал в газете «Центр», там, значит, отрейтинговали, Оскар вручали, самая глубокая яма, и что-то там самая разбитая дорога. Посмотрите из того списка, я знаю, что Берша и, по-моему, Цветочная, я все дороги не помню, вошли в перечень, но какие-то не вошли. Значит, их надо ставить в приоритет с точки зрения, если будет высвобождаться средства в бюджете. Это первое. И еще раз внимательно смотрите за обращениями граждан. Я сейчас не смог найти тут сообщение, мне пришло во ВКонтакте. В прошлом году тротуар брусчаткой, не смогу сейчас сказать, где это, найду. Да, и сейчас фотография вот так вот, все волнами там. То есть, нет, в прошлом году это там не делали. Вот надо все эти участки внимательно посмотреть. Еще раз говорю, 22-го, когда акцент особенный на вот эти, вот у ОНФ есть карта убитых дорог, вот центр тут написал, это, собственно, люди присылали, на все это надо посмотреть. Хорошо, спасибо. Так, о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. Александр Александрович Свинин, первый председатель правительства. Уважаемый Александр Ильич, уважаемые коллеги, сегодняшний доклад будет посвящен развитию малого и среднего предпринимательства. В соответствии с вашим поручением, Александр Ильич, мы проанализировали различные показатели развития малого бизнеса в муниципалитетах. Я хотел бы начать с общих цифр по республике. В целом, за 2 года, с 2016 года, мы в 8 раз увеличили привлечение льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства с уровня федерации. Если в 2016 году этот показатель составлял 88 миллионов льготных кредитов, то в 2018 год мы закончили с показателем 667 миллионов рублей льготных кредитов. Все это отразилось у нас с вами на том показателе, который наиболее волнует и жителей республики, и нас с вами. Это новые рабочие места и налоговое отчисление в бюджет. С 2016 года субъекты малого и среднего предпринимательства в 2018 году заплатили налогов в бюджет Удмуртской Республики практически на 1 миллиард рублей больше. В 2016 году этот показатель составлял 2,9 миллиарда рублей. В 2018 год мы закончили с показателя 3,84 миллиарда рублей. Все это, как мы говорили на прошлом совещании, конечно, складывается из работы всех муниципальных образований. Вот здесь первые слайды будут, они такие в чистом виде статистические, они будут показывать темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства, налоговых отчислений по итогам 2018 года в разрезе муниципальных образований. Вот я прошу цифры обратить внимание на чемпионов, то есть тех, кто у нас вот по данной статистике на 10 тысяч человек показал самый большой прирост субъектов малого и среднего предпринимательства. Это Глазовский район, Ярский район, Дебесский и так далее. Но если вы посмотрите вниз слайда, то вы увидите среднее количество малого и среднего предпринимательства по Удмуртской Республике на 10 тысяч человек. Это 386. То есть те муниципалитеты, которые у нас показывают темп роста там 7-6% за год, это все равно в 2 раза меньше, чем в среднем по республике на те же 10 тысяч населения. Можно посмотреть показатели за первый квартал 2019 года. Вы знаете, что мы стартовали проект «Территория бизнеса, территория жизни». Там есть конкретные показатели по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства для каждого муниципального образования. Напомню, для городов это 5% роста в течение 2019 года. Для сельских муниципальных районов это 10%. Опять же, прошу обратить внимание, что 17 муниципальных образований у нас не показывают за первый квартал роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а 10 муниципальных районов показывают еще и
снижения за первый квартал. Та цифра хронологии, о которой я говорил в целом по республике, где мы видим действительно позитивную динамику, если посмотреть ее в разрезе муниципальных образований, опять же мы увидим, что есть районы, в которых темп роста составляет 70% за год, 50% за год, 44% за год. Но если обратить внимание на данный слайд, когда мы считаем на душу населения, то чемпионы и, скажем так, более активные районы, они будут уже совсем другие. Ну и, наверное, самый, скажем так, очевидный слайд и самый наглядный, он вот этот, когда мы видим соотношение муниципальных образований по темпам роста и количество собираемых налогов на душу населения за 2018 год. Например, Сюмсинский район у нас показал рост, как было вот на предыдущем слайде, 70% за год, но если посчитать на душу населения, то это 7-е место в целом по республике. Юкаменский район показал темп роста 18%. Но если мы пересчитаем эти налоги на душу населения, проживающего в районе, то это 20-е место среди всех муниципальных образований в Удмуртской республике. Глазовский район, который у нас был чемпионом и по количеству темпов, и по количеству субъектов малого предпринимательства, и по налогам собираемым, по приросту. Да, если 12-е место по темпам роста, почти 14%, то если посмотреть в целом по республике, то это последнее место среди всех районов, если пересчитать эти налоги на душу населения. Следующий слайд. В общем-то, мы очень долго с коллегами думали, в том числе, почему это происходит, и сделали сравнительную таблицу по муниципальным образованиям, насколько активно у нас администрация муниципальных образований и, соответственно, предприниматели, которые проживают на территории муниципальных районов и наших городов, участвуют в тех мерах поддержки, которые сегодня оказываются в Удмуртской республике для представителей малого и среднего бизнеса. Если вы посмотрите на данный слайд, здесь вы увидите количество займов, которые были выданы нашей микрокредитной организации за 2018 год. Ну, у нас есть район, который вообще ни одного займа, предприниматель с которого не получил в 2018 году. Ну и почти половина муниципальных районов – это 2, 3, 4 займа за весь год. Одну секунду, я обращаю внимание, то есть может быть обратная реакция такая, ну конечно вы не давали. Александр Александрович, заявки посчитайте. Да. Там не только 0 или 1 займ, там столько же и заявок. Это к вопросу, коллеги, о работе ваших заместителей и команд по развитию экономики. Там дальше будут тоже определенные критерии. Будут здесь, будет слайд по количеству. Да. На данном слайде вы видите количество сделок, совершенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, опять же, по районам и городам республики со стороны федеральных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Опять же, у нас в 2019 году, в первом квартале, вот новая программа, кредит под 8,5% годовых, только 6 муниципальных образований поучаствовали, а заявки, вот то, о чем, Александр Ильич, вы говорили, у нас сегодня есть от предпринимателей только лишь из 4 муниципальных образований. Кредит МСП-банка с гарантийной поддержкой только 2 муниципальных района на сегодняшний день, муниципальных образований заинтересовались данной программой. Можно следующий слайд. Ну, вот, программ достаточно большое количество, да, есть еще программа 9.6, 10.6, также для субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь у нас реализованная сделка только по городу Ижевску, сделки на рассмотрение только по двум муниципальным образованиям. Помимо федеральных программ и микрокредитной поддержки, у нас, вы знаете, в этом году началось такое достаточно большое акселерационное движение. Несколько акселераторов мы запустили для субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот бизнес-акселератор, первый поток которого заканчивается в мае, опять же, 17 муниципальных образований у нас в принципе не участвуют в этой программе. Вы прекрасно знаете, уважаемые главы муниципальных образований, что тех предпринимателей, которых вы просили, даже после того, как мы закрыли уже прием на программу, мы в любом случае пропускали и открывали им места, потому что предприниматели из районов для нас сегодня действительно для этих программ являются приоритетными.
По программе «Я фермер», акселерационное, то, что реализует у нас Министерство сельского хозяйства, опять же, очень удивительно, что ряд районов, где действительно у нас сельское хозяйство развито достаточно неплохо, показали не такое большое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в них приняли участие. Ну и экспортный акселератор, опять же, вы видите, что только 3 муниципальных образования у нас приняли участие в первом акселераторе по экспорту. Эти цифры, они не только для того, чтобы показать, кто больше заявок подал, кто меньше. У нас все программы, они цикличны. В мае у нас закончится первый поток и по бизнес-акселератору, и по экспортному акселератору. Я призываю вас действительно активнее рассказывать вашим предпринимателям об этих программах и, ну извините, иногда и за руку приводить их для того, чтобы они получали эти новые компетенции в наших акселераторах. Александр Ильич, то, о чем вы вот сейчас говорили, по количеству сотрудников в экономических отделах муниципальных образований в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства мы посчитали, но вот опять же в тех муниципалитетах, где у нас 0 участников и бизнес-акселераторов, и небольшое количество получателей мер финансовой поддержки, у нас, в общем-то, если посчитать на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, они у нас сегодня являются лидерами этого рейтинга. Это и Граховский район, Юкаменский, Красногорский, Дебесский, Силотинский. То есть недостатка в количестве сотрудников, которые могут, извините, иногда и ногами дойти до каждого представителя малого и среднего бизнеса в районе, мы здесь не видим. И следующее поручение, также, Александр Ильич, которое вы давали нам на прошлом совещании, это посчитать, отрейтинговать муниципальное образование по доле налога на доходы физических лиц вне бюджетных организаций. Вы знаете, что НДФЛ у нас один из бюджетообразующих и в республике, и в муниципалитетах. И, в общем-то, это тот налог, который у нас каждый квартал показывает вместе с упрощенной системой налогообложения стабильный рост. Вот мы сделали аналитику и посмотрели, насколько у нас в структуре общего налога на доходы физических лиц составляет доля внебюджетных, то есть поступлений от бизнес-организаций, от крупного, среднего, малого предпринимательства. Ну и, в общем-то, у нас, к сожалению, есть районы, где 3 района, где эта цифра не дотягивает даже до 20%. То есть в ряде районов основным работодателем являемся мы с вами, то есть в целом бюджетная система Российской Федерации. Это вместе с региональными, муниципальными органами власти. Да, вот, в общем-то, 3 вывода, которые мы сделали для себя во время работы над этой аналитикой. Темпы роста числа малого и среднего предпринимательства не всегда отражают реальную картину, так как в 27 муниципальных образованиях количество МСП на 10 тысяч населения в среднем в 2–2,5 раза ниже, чем в аналогичных с нами регионах в Приволжском федеральном округе. Вот на этом можно обратить внимание. Я попрошу вас, у нас будет с вами по плану в конце мая большая работа с командами. После аппаратного совещания будет совещание с коллегами, с вами, с главами. И у нас будет предложение, от которого не надо отказываться с точки зрения развития экономики. И мы в конце мая будем заслушивать, собственно, доклады. Мы для ориентиров предложим статистику по этим же заданным параметрам, по сопоставимым условиям других регионов. Я вас сразу хочу сориентировать, что мы не берем Татарстан, где в 3–4 раза больше, по всем критериям. Я не беру эту территорию. Ульяновская область. Ну, в общем, мы где-то там, конкурируем с Мариэл, с Мордовией. Я просто это к тому. Я уже слышу некоторые комментарии. Какие у нас точки роста? Какая у нас экономика? Ничего у нас нету. Ну вот есть регионы, сопоставимые еще раз по многим параметрам, у которых получается найти точки роста и давать постоянный, в соответствии с планом, стабильный некий рост. В этой связи, поэтому конкретные территории надо, Александр Александрович, показать, сравнить. Допустим, у нас есть Ижевск и, пристоличный район Завьяловский. Как вот такие ситуации, Глазовский и так далее. Есть небольшие территории, которые отдалены от центров, там Юкаменский, Яшский, ну и так далее. Надо обязательно. Ну и вы сказали, призываю вас, призывать больше никого не будем.
Мы 2 года тренируемся на тему экономики. Я опрашиваю тут неких в поездках заместителей, поднимается заместитель по экономике. Я говорю, вы знаете про этот запрос? Вот только что в Завьяловском районе. Нет. А у, значит, депутата из муниципального образования запрос к главе. Вот закон вышел там о пчеловодстве или выходит о пчеловодстве. Вы не расскажете, что там? Все, приехали. Глава дает поручение первому заместителю председателя правительства. Мы сейчас будем организовывать в Завьяловском районе, значит, встречи, рассказывать про те или иные законодательные инициативы и так далее, и про законы, про меры поддержки. Парень легкий такой, у него все нормально, мне кажется. Он себя очень классно чувствует заместителем по экономическому развитию. А до этого я приезжаю, по-моему, называется «Премиум Спорт», если я не ошибаюсь. Екатерина, девушка, значит, предприниматель, выделили, нашла, за аренду платят на 3-м этаже а-ля фитнес-центр. Ну, не фитнес, а там спортивно-художественный эстетический какой-то центр. Дети художественной гимнастикой занимаются и так далее. 2 года уже нашла инвестора, 2 года ей не могут помочь для того, чтобы больше помещения дать. Вот это экономика, вот это я понимаю, вот это команда. Как решить проблему? Александр Ильич, есть закон о столичном районе, дайте 74 миллиона рублей. И все у всех благополучно. Вот они ходят между вами, значит, по 2 года и никак не могут получить поддержку. Другие ситуации. Зашел в ближайшей главе одного района, другого района, там не поддержали, поехал делать, где у нас экоферма Дубровская? Шарканский район, нет? А Киясовский район. Уехал в Киясовский район. И говорю, почему? Ну вот там сложности в других территориях возникли. Нюансы не буду рассказывать, какие сложности. Количество людей, которые занимаются экономикой, вы видели. В городах по 10 человек. И когда я вижу рост, ну, коль уж мы тут про Завьяловский район, там, 10 или 15 предпринимателей, мы вообще о чем говорим? Большая работа предстоит, но еще раз говорю, призывать никого не будем, коллеги. Только давайте по-честному. 2 года и учимся, и тет-а-тет, и командами, и как угодно. Вот результаты. Еще есть что сказать? Нет, все, доклад окончен. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, будем завершать. О ходе подготовки посевной кампании 2019 года Абрамова Ольга Викторовна, министр сельского хозяйства. Пока Ольга выходит, вот вы видели акселератор «Я фермер». Министерство сельского хозяйства нас похвалило. Классный и по содержанию, и по целям. А теперь возьмите слайд, направьте каждому главе. Сколько от района участвует в этом акселераторе. Между тем, там абсолютно конкретные и знания, и поддержка. То есть учиться не хотим, зато мне пишем. Вы неправильно, значит, неправильным путем идете, товарищи, что распределяете поддержку, значит, по приросту и по, ну, в частности, по молоку, по приросту, значит, и по надоям. Надо давать всем. Выдохните. Не будем давать. По федеральной программе даем всем поровну. Все, что сверху, тем, кто вон на акселератор записывается и хочет учиться, и хочет меняться. Тренировать больше команду на это не надо. Ходить там кому-то, жаловаться не надо. Все очень просто. У нас есть низкая база, да, по надою на одну корову, но зато получили прирост, получили дом деньги. И в такой же логике будем двигаться дальше. Программу защитили мы в министерстве, посмотрели, как в других регионах. У нас больше 2 миллиардов поддержка. 2200. 2200. Мы ничем не хуже очень многих регионов. Пожалуйста, Ольга Викторовна. Уважаемые коллеги, я бы хотела... Пожалуйста, откройте. Да, мне бы хотелось начать свой доклад с наших показателей государственной программы
и ознакомить вас с планами, которые перед нами стоят на 2019 год. — 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В общем и целом по Удмуртской республике снижение посевной площади по данным муниципальных образований составит минус 22 041 гектар посевных площадей. Это 98% по 2017 году. Следующий, пожалуйста. Здесь мы параллельно отрабатываем вопросы вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. И в связи с этим в Минсельхозе Удмуртской республики ведется работа по созданию электронных карт по землям сельхозназначения. И здесь входит, конечно, муниципальный земельный контроль, который реализуется на части муниципальных образований. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается нашей земли к проведению сезонных сельскохозяйственных работ, в прошлом году по Зябе мы отработали очень неплохо. По Удмуртской республике Зябь поднята на площади, которая соответствует 84% посевных площадей. Это говорит о том, что мы в текущем году с вами сможем в оптимальные сроки. У нас есть возможность провести посевную кампанию в оптимальные сроки. Вместе с тем, по отдельным муниципальным образованиям, это Глазовский, Каменский, Ярский районы, подготовка почвы к весеннему севу очень невысока. Это говорит о том, что в текущем году у них будет очень большая нагрузка по обработке посевных площадей. Следующий слайд. Обеспеченность семенами. Особое внимание уделяется и этому вопросу. На сегодняшний день у нас фактически нет, мы считаем, проблем по подготовке семян, по объемам семян, которые у нас заготовлены. При этом зерновые и зернобобовые культуры мы имеем больше потребностей, в том числе с учетом страхового фонда. Вызывал вопрос у нас лен Долгунец, но в связи с тем, что наши сельхозтоваропроизводители прикупили семена льна Долгунца, то у нас сегодня по обеспеченности 92% по этой культуре. Следующий, пожалуйста, слайд. Особый вопрос – это вопрос качества зерновых и зернобобовых культур. Почему он выходит у нас на первый план? Потому что несвязанная поддержка в текущем году в соответствии с условиями государственной программы будет предоставляться только на те посевные площади, которые засеваются качественными семенами. В прошлом году год мы закрыли с 89% кондиционности семян. На текущую дату кондиционных у нас 88%, но по факту мы ожидаем кондиционность на уровне 92%, поскольку в настоящее время все еще ведется подготовка семян. Хотела бы обратить ваше внимание на работу с семенами в разрезе муниципальных образований. Есть районы, которые на сегодняшний день уже фактически 100% готовы с семенами. Есть муниципальные образования, которые еще недостаточно готовы выйти в поле. Следующий. Здесь представлена динамика роста качества семян зерновых и зернобобовых культур, и мы ее анализируем с 1 декабря 2018 года. На сегодняшний день
уровень подрос, но и работа продолжается. На следующем слайде можно посмотреть, так подробно останавливаюсь на качестве семян, поскольку все-таки это один из ресурсов повышения нашей эффективности. Кондиционных семян у нас по многолетним травмам 65%, переходящий фонд и зимы 79%, и только 50% семян лимонадового гунца – это семена, которые можно признать кондиционные по всхожести и засориваемости. О чем это говорит? Это говорит о том, что в землю мы будем сеять мусор. И, собственно говоря, те наши расходы, которые мы в любом случае будем делать на 1 гектар земли, они не дадут нам ожидаемого эффекта. Следующий слайд. На сегодняшний день в Удмуртской республике существует 42 семенных хозяйства, которые позволяют обеспечить семенами наших сельхозтоваропроизводителей. Помимо этого, у нас очень активно ведутся закупки семян за пределы Удмуртской республики. Я прошу еще слайд пролистать. Я остановлюсь на минеральных удобрениях. Это тот ресурс, без которого нам невозможно качественно провести весенний сев. Традиционно лидером является Воложский район. Воложский район на сегодняшний день приобрел 48 килограммов действующего вещества на 1 гектар минеральных удобрений. И по Удмуртской республике этот показатель на уровне 12,2 килограмм действующего вещества на гектар, что выше аналогичного показателя в предыдущем году. Следующий слайд. Что касается готовности техники проведения сезонных работ, я хочу сказать, что у нас уже начались техосмотры. Сейчас у нас есть график по муниципальным образованиям. И техосмотры у нас будут проходить еще и весенний период, и летний период, поскольку каждая номенклатура техники проходит вот этот процесс в свое время. Но при этом мы считаем, что подготовка техники у нас на хорошем уровне, и отдельное муниципальное образование здесь демонстрирует достаточно высокий уровень подготовки. Можно еще пролистнуть, еще листать слайд. Перейду к горюче-смазочным материалам. Это вопрос, который беспокоит традиционно всех. Что касается наличия горюче-смазочных материалов у нас у сельхозтоваропроизводителей, то мы считаем, что мы обеспечены на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. При плане и при потребности 9100 тонн, на сегодняшний день 4172 тонны дизельного топлива есть на остатках у сельхозтоваропроизводителей. Если вернуться к предыдущему году, этот показатель был 3223 тонны. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается техники, технику мы тоже приобретаем, и цифра по приобретению техники у нас увеличивается еженедельно. Ну, например, за последнюю неделю мы приобрели дополнительно 12 единиц техники, в том числе трактора, прицепная техника и прочее оборудование на сумму 15 миллионов рублей. И на сегодняшний день у нас для того, чтобы сельхозтоваропроизводители имели возможность приобретать технику, существует множество программ, включая Росагролизинг, включая постановление 1432, которое предоставляет 15% скидку производителям техники, чтобы удешевить ее стоимость на выходе. Ольга Викторовна, давайте сокращать выступление. Детали такие вот на этом совещании не нужны. Мы 18 числа встречаемся с сельхозтоваропроизводителями. Вот там подробно все расскажете. Давайте по крупным там вопросам. Я перейду к самому, наверное, волнительному вопросу. Это объем государственной поддержки. Да. На сегодняшний день мы приняли 385 пакетов документов на общую сумму 320 миллионов 352 тысячи 87 рублей. При этом принимаем заявки с 26 марта. С 5 апреля мы начали прием заявок по несвязанной поддержке и по молоку. И вы здесь видите на слайде, что у нас уже фактически все заявки, которые к нам пришли, обработали. Мы их обработали. И обработка заявок у нас осуществляется в ежедневном даже, я бы сказала, режиме. Вот за выходные, например, мы дополнительно обработали 62 заявки на общую сумму 216 миллионов 977 тысяч рублей. Слайд еще перелистните. На сегодняшний день доведено, то есть на счетах у сельхозтоваропроизводителей уже лежат 93 миллиона, в том числе за стройку 73 миллиона, за возмещение затрат на приобретение племенного молодняка 17 миллионов, все остальные деньги загружены в казначейство и в ближайшие 2-3 дня. То есть у нас проблем с
Да. доведением денег по всем направлениям программы нет. Совершенно верно. Вопрос теперь в заявках, в их качестве и своевременности, правильно? Да, совершенно верно. При этом я хотела бы обратить внимание на то, что в этом году мы даем несвязанную поддержку не по факту произведенных затрат, а авансом. То есть сельхозтоваропроизводители не подтверждают сумму фактически произведенных затрат, что упрощает... Для получения денег не подтверждает, потом он подтверждает, естественно. Ну, в конце года Да, осенью. да. Да, соответственно, на сегодняшний день в нашей работе нет ни одной заявки, которая не была бы рассмотрена. Дело за сельхозтоваропроизводителями. И сегодня мы ожидаем доведения до посевной суммы в пределах 800 миллионов рублей. Понятно. У меня все, коллеги, если есть вопросы. Ну, вопросов наверняка много. Коллеги, к главам обращаюсь. 18 числа у нас встреча с вашими предпринимателями, поэтому если к этому моменту будут сформулированы инициативы и предложения какие-то дополнительно, будем очень признательны. Несколько сообщений в заключении. Ну, во-первых, с сегодняшнего дня на территории Удмуртской республики будет осуществлено отключение эфирного аналогового вещания телевизионных каналов, входящих в мультиплексы цифрового телевещания. Это событие является завершающим этапом программы перехода на цифровое вещание, которая началась еще в 2010 году. За это время в Удмуртии было построено 38 объектов цифрового телевещания, из них 29 были построены с нуля. Первые 5 объектов начали вещание в 2014 году, а к концу 2018 года после запуска вещания на всех объектах охват населения республики цифровым телевидением составил 99,28%. Для оказания помощи жителям, которые оказались вне зоны приема цифрового телевидения, правительством Удмуртии принято постановление о выплате компенсации на приобретение оборудования для приема спутникового телевидения. В марте 2019 года начала работать региональная горячая линия по ответам на вопросы жителей, а также по приему заявок на услуги по настройке оборудования. Для помощи жителям настройки оборудования привлечено 450 волонтеров, а также социальные работники и члены ветеранских организаций. Я назову сейчас телефон 8 800 220 20 02. Уважаемые коллеги, очень внимательно отнеситесь к этой работе, потому что уже сейчас в интернете масса информации о том, что на этой теме происходят спекуляции. В некоторых регионах вроде как волонтеры за деньги предлагают настройку оборудования. Значит, чтобы у нас таких ситуаций не было. Включайте глав муниципальных образований. Я считаю, что мы все достаточно качественно проработали этот вопрос, и проблем у нас быть не должно. Но, тем не менее, еще раз обращаю внимание, особенно на ситуации со спекуляциями. Чтобы какой-то бабушки не постучались там в дверь и сказали: вы знаете, вот мы там за 500 рублей настроим. Я прошу коллег из правоохранительных органов, главы, к вам обращаюсь самым внимательным образом. Значит, Сергей Витальевич, средства массовой информации, телефон горячей линии, исчерпывающую информацию по районным газетам, по центральным нашим изданиям, значит, поддерживать и на телевидении, вести разъяснительную работу. Коллеги, те территории, где у нас затруднено, не берет сигнал, там, соответственно, проводите сходы, домовой обход, но чтобы у нас вот таких недоразумений, проблем не было. Дальше, субботники. У нас начинается череда субботников, ну, чтобы, понятно, привести в порядок населенные пункты. Конечно, у нас то, что происходит с таянием снега, это жуть какая-то. Вот. Я вот тут буквально на днях, у меня собака, я тоже утром выхожу, значит, застал за естественным утренним процессом любимца, значит, 2 человека стоят рядом, я им делаю замечание, говорю: может быть, вам пакет дать? Значит, знаете, что сказали? Мы платим налоги, вы уберите. Как-то так. Наверное, это глобально, может быть, и правильно, но с учетом того, что это было на тротуаре, и вообще слов нет. Ну, в общем, про субботники. 27 апреля, 18 мая я призываю, ну, понятно, что
все руководители своим примером. Но нам, конечно, нужно не что-то делать, а отдельную программу по, собственно, формированию некой культуры и нетерпимости. Потому что у меня завалено обращениями про собаководов, ну не только про собаководов. То есть у меня вообще то, что я останавливаюсь на перекрестках, выхожу и прошу поднять окурок из машины, что только не выкидывается. Потом эти же люди приходят в соцсети и начинают учить, как играть в футбол, экономику выстраивать и как убирать. Значит, программа, очевидно, отдельная под это нужна. Май месяц, 1 и 9 мая, значит, пройдут у нас массовые мероприятия, посвященные празднику весны и труда и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. 1 мая пройдут массовые демонстрации. Мы с вами работали над этой темой, чтобы не только, так сказать, шествие, но и была, собственно, программа для граждан. 9 мая, кроме множества массовых мероприятий по всей республике, у нас в 6-й раз пройдет акция «Бессмертный полк». В 2018 году по оценке МВД по Удмуртии в акции приняли участие более 35 тысяч ижевчан и гостей столицы, только в Ижевске. В целом по Удмуртии в гражданской акции «Бессмертный полк» в прошлом году приняли участие более 67 тысяч человек. Коллеги, ну а закончим мы поздравлением с днем рождения главы муниципального образования Боткинский район Прозорова Илья Петрович. Илья Петрович, выходи. Я решил... Да. Мы всегда ограничивались просто. Теперь главам буду дарить полезные подарки. 2 книги. Я надеюсь, что они будут вам полезны. Коллеги, спасибо, работа. Всем хорошей работы. Спасибо.